Завершился первый официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай. Много договоренностей из области экономики и финансов, ни слова про ущемление меньшинств в Синьцзяне. Насколько наша власть готова защищать права этнических казахов, этнических тюрков, и насколько мы можем сейчас улучшить ситуацию по защите их прав. Это большой вопрос. Главный политический заключенный Кыргызстана Омирбек Текебаев продолжает оставаться под домашним арестом. Свои показания на суде дадут дополнительные свидетели. Мы просили суд удовлетворить наше ходатайство и пригласить специалиста. Каждое утро дети из таджикистанского села направляются через реку в школу соседнего аула. Реку приходится переходить либо вброд, либо по шаткому мосту, который отнюдь небезопасен. Когда воды в реке много, мы иногда падаем. Одежда пачкается, болеем, обувь и носочки рвутся. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Усилить роль юаня на международной арене, возродить значимость транспортного коридора «Великий шелковый путь», укрепить взаимные экономические отношения. Это одни из основных заявлений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе его визита в Китай. Казахстанские правозащитники недовольны результатами его визита. По их мнению, речь шла только об укреплении экономических и финансовых связей. Токаев публично так и не поинтересовался состоянием тысяч этнических казахов, находящихся в так называемых китайских лагерях политического перевоспитания. Продолжит тему Джазгуль Эгимбердиева. Второй день государственного визита Токаева в Китай был посвящен в основном бизнес-беседам. Он побывал в городе Ханчжоу, где встретился с руководителями крупнейших китайских компаний. По итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином подписаны 10 документов. Подавляющее большинство из них описывают укрепление экономических отношений. Токаев считает, к примеру, что Китай должен еще активнее использовать возможности Казахстана в качестве транспортного коридора. Через территорию Казахстана проходит 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов. Они связывают Китай со странами ЕАЭС, другими государствами Азии и Европы, а также с Ближним Востоком. Через наши дороги Китай может доставлять грузы в Европу и обратно за 15 дней. Для того, чтобы сделать это морским путем, требуется в 2-3 раза больше времени. Напомню, визит Токаева в Пекин сопровождался антикитайскими митингами в Казахстане. Протестующие требовали отменить не только строительство китайских заводов на своей территории, но и сам визит президента в КНР. Китайцы сюда не жалеют никаких своих инвестиций, не жалеют никаких денег, потому что завтра казахский народ будет весь в долгах, и эти долги надо будет отдавать. Плюс к тому китайцы завозят в Казахстан заводы, которые экологически очень опасные, очень вредные экологически. Казахи, естественно, возмущены этим, и это является основной причиной антикитайских настроений. Кайсаров считает, что результаты первого государственного визита президента Токаева в Китай могут только усилить антиправительственное и антикитайское настроение казахстанцев. Выступление на китайском языке, его выступление, что он давно знает Китай, 7 лет посвятил Китаю. Они были сказаны в таком тоне, что, в принципе, я свой. Токаев, по большому счету, прогнулся перед Китаем. Наше нынешнее правительство также будет марионеточным и будет выполнять любую волю Китая. По неофициальным данным, в Китае проживает около 2 миллионов этнических казахов. Первые сообщения о притеснении этнических меньшинств в Китае и о создании лагерей перевоспитания появились еще 2 года назад. Казахстанские активисты рассказывают, что в лагерях Синьцзяня находятся тысячи этнических казахов. Несмотря на это, президент Токаев в ходе официальных встреч в Китае на самом высоком уровне ни разу, по крайней мере публично, не обмолвился об этой проблеме. Насколько наша власть готова защищать права этнических казахов, этнических тюрков, и насколько мы можем сейчас улучшить ситуацию по защите их прав. Это большой вопрос. Это говорит о том, что Токаев идет и решает вопросы чисто приземленные. Это деньги, инвестиции, и это приход китайских компаний в Казахстан. Независимые аналитики полагают, что официальный визит Токаева в Китай еще раз продемонстрировал авторитарную форму правления в Казахстане. Интересы народа по-прежнему не учитываются. Жазгуль Эгимбердиева, Ганизат Оспанов, Евгений Щеглов. Настоящее время Азия. Итоги визита Токаева в Китай мы подведем с экспертом. С нами на прямой связи по скайпу из Алматы казахстанский политолог Айдар Амрибаев.
Господин Амрибаев, добрый вечер. Большое спасибо, что согласились с нами побеседовать. Как вы думаете, почему Касым-Жомарт Токаев один из первых значимых визитов на посту президента после выборов совершил именно в Китай, а не в Москву? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, в статусе президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый визит в Россию, затем в Узбекистан и вот сейчас в Китай. Это отражает внешнеполитические приоритеты нашей страны. Ну и, конечно же, понятно, что Китай является важным экономическим партнером нашей страны, занимая 4-е место в списке главных инвесторов нашей страны. Именно с Китаем сейчас осуществляются наиболее значимые экономические проекты, и существует большое число практических вопросов для обсуждения. Недавно, давая интервью китайским средствам массовой информации, я говорил о том, что этот визит будет максимально прагматичным. Давайте непосредственно к поездке его обратимся. Каких-то очень громких соглашений по итогам визита достигнуто не было. Если брать только торговлю, то Токаев предложил экспортировать в Китай больше зерна, другой продукции. Товарооборот между странами составляет 12 миллиардов долларов. Сумма достаточная для двух больших государств? Вообще, я бы хотел сказать, что стилю Касым-Жомарта Токаева характерно вообще негромкое поведение. Акцент на конкретных проектах, поэтому и не стоило ожидать каких-то громких, помпезных заявлений. Наш второй президент стремится извлечь максимальную пользу из уже заключенных соглашений. И это вполне ожидаемо, что речь шла, например, о совершенствовании механизмов двусторонней торговли, оптимизации, расширении номенклатуры товаров, улучшении условий торговли, продвижении нашей продукции на рынок Китая. Ну, как вы знаете, по итогам было заключено порядка 10 соглашений. Ну и сейчас, конечно же, в связи с торговой войной между Китаем и США у нас появляется определенное такое окно возможностей и торговые ниши в Китае. Думаю, что мы этим должны воспользоваться. И, конечно же, Токаев, как специалист-международник, тем более китаист, он, в общем-то, вполне подходит на роль такого, ну, человека, который может каким-то образом оптимизировать вот сегодняшнее двустороннее взаимодействие наших стран. Ну вот эта цифра в 12 миллиардов, как вы думаете, есть почва для того, чтобы как-то ее значительно увеличить? Я думаю, что это сегодня не предел, и есть большие возможности для Казахстана, как я уже сказал, вот связанные, например, с уходом американских компаний с китайского рынка. Визит Токаева в Китай прошел на фоне многочисленных антикитайских акций протеста. Они начались в Жанаозене, затем протестные настроения подхватили и другие крупные города страны. Люди выступали не только против строительства 55 китайских заводов, но и против, собственно, визита Токаева в Китай. Могли ли митинги как-то помешать этой поездке, как вы думаете? Думаю, что митинги никак не могли бы этому помешать. Вообще в нашей политической традиции государство и общество живут как бы в двух разных измерениях, и я бы сказал, таких ценностных мирах. Это, конечно, не способствует социальной гармонии в стране, но сейчас, как я понимаю, Токаев искренне стремится сблизить эти два полюса интересов, создать возможности для общественного доверия властям. Но что касается Китая, то хотим мы того или нет, на данный момент он является наиболее состоятельным и перспективным внешнеэкономическим партнером для практически всего постсоветского пространства, ну и, конечно же, для стран Центральной Азии. В этом отношении я бы даже сказал, что существует определенная конкуренция за получение, ну, скажем, инвестиций, возможностей, использования транспортно-логистических коридоров через свои страны. Есть конкуренция этих коридоров между странами Центральной Азии. Мне кажется, в этом отношении нужно подойти не эмоционально, а достаточно прагматично, пытаясь использовать возможности, конечно, в национальных интересах наших стран. А как вы считаете, вот требования людей, даже страхи людей на митингах, они обоснованы? Действительно ли разговоры о синофобии появились не на пустом месте? Знаете как? Ну, вопросы синофобии, они имеют, конечно, такое, знаете, историко-культурное содержание.
с одной стороны. С другой стороны, речь идет также и о внешнем факторе, поскольку, так сказать, вот в информационном пространстве существует определенная такая гибридная война между основными внешними силами, которые конкурируют между собой за влияние на Казахстан. И, конечно, ксенофобия является одним из таких технологических инструментов гибридной войны. Это один момент. Второй момент, конечно, говоря об индустриальном соглашении о создании 55 предприятий при поддержке Китая, то я совершенно согласен с теми, кто настаивают на прозрачности и контроле со стороны общества и со стороны экспертов над содержанием этих проектов. Я считаю, что привлечение китайских инвестиций, например, в индустриальную отрасль, сферу услуг, транспортно-логистический сектор, они полезны для Казахстана. Я посетил ряд предприятий, которые были созданы, и своими глазами видел, что это совершенно новые заводы, и они предоставляют работу нашим казахстанским рабочим в абсолютном большинстве. Господин Амбрибаев, Здесь, вот конечно, действительно будем следить за тем, насколько будут эти предприятия полезны для Казахстана. Я вас благодарю за интервью. Вам всего доброго. До свидания. Новые обстоятельства в деле главного кыргызстанского политзаключенного Омирбека Текебаева рассматривал сегодня один из районных судов Бишкека. Как теперь стало известно, бывший депутат не встречался с российскими бизнесменами ни в загородном ресторане, ни в Доме правительства. Даже более того, кабинет, на который до этого указывали граждане России, по словам адвокатов Текебаева, принадлежал не ему, а опальному ныне бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. О том, что еще стало известно на суде, расскажет Джибек Бигалиева. По резонансному делу Текебаева суд допросил не только высокопоставленных чиновников, которые работали во временном правительстве после революции 2010 года, но и уборщиц, водителей и другой технический персонал. По версии обвинения, переговоры политика с российскими бизнесменами, которые хотели купить одну из местных сотовых компаний, проходила прямо в здании правительства. Просили суд вызвать несколько лиц, которые могут подтвердить, что 306-й кабинет – это кабинет Атамбаева. Если была какая-то встреча с Маевским, с Модиным, значит, она происходила в кабинете с Атамбаевым, соответственно, с Атамбаевым. Теперь, когда дело известного политика стали пересматривать заново, показания, по словам правозащитников, начали давать и те, кто боялся это делать при бывшем президенте. Именно при ныне опальном Алмазбеке Атамбаеве Омирбека Текебаева обвинили в коррупции и осудили на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие утверждало, что одна из встреч с иностранными бизнесменами, которые якобы передали бывшему депутату $1 миллион, проходила в загородном ресторане. Из обвинительного заключения следователь обвиняет тем, что якобы встреча происходила ближе к вечеру в Супаре. Но из информации, из доказательств, которые мы получали из Нуртелеком, Модин находился в центре города. Поэтому мы просили суд удовлетворить наше ходатайство и пригласить специалиста. В сотовой компании предоставили распечатки звонков гражданина России Алексея Модина, которые, по словам адвоката, действительно подтверждают, что он находился далеко от того самого загородного ресторана, где Текебаев якобы с ним встречался. Все эти новые обстоятельства, говорят юристы, могут полностью изменить ход судебного процесса. И сам Омирбек Текебаев и его адвокаты сейчас надеются на то, что власти оправдают бывшего депутата. Следующее заседание суда пройдет 1 октября. Джибек Бигалиева, Самат Алжибаев. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. Житель Нур-Султана сегодня залез на мост Сарайши, который соединяет правый и левый берега столицы. Это нарушение порядка. Полицейские заметили через камеры видеонаблюдения и немедленно выехали на место. В итоге все закончилось хорошо. Что вынудило мужчину пойти на крайние меры, расскажет Шалпан Разбекова. Человека на мосту заметили сотрудники Центра оперативного управления и немедленно сообщили в полицию. Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели. Туда же прибыли чиновники и психолог. Призвали мужчину одуматься. Рустем, братишка, не делай ошибок. У тебя дочери. Тебе ничего не будет. Все будет хорошо. Работа, все есть. Через час уговоров мужчина все же спустился с моста вниз. Им оказался 30-летний житель Нур-Султана по имени Рустем. Он отец 2 девочек и вот уже несколько лет живет в съемной квартире. Свою фамилию он не назвал, однако рассказал, почему пытался свести счеты с жизнью. Оказалось, все дело в неспособности пробить бюрократическую систему и получить социальное жилье. Мы не можем встать в очередь, нас нет ни в каких списках. Уже 6 лет скитаемся с семьей по квартирам. Аренда 60-70 тысяч тенге, а у меня 2 детей. Когда Рустема попытались посадить в полицейскую машину, он заявил, что это не в последний раз. Все, хорошо,
По словам психолога, своими действиями мужчина просто хотел привлечь внимание чиновников к своей проблеме, поэтому и потребовал встречи с мэром города. Просто человек хочет быть услышанным. Он хотел, чтобы ему помогли. Он ценит своих родных, ценит свою жизнь. Поэтому он спустился. Рустема забрала полиция, однако увезли его в мэрию. Обещали с ним поговорить. Правда, избежать административного взыскания мужчине все же не удастся. Будут приняты меры согласно административному кодексу. В настоящее время в очереди на жилье в Нур-Султане стоят около 46 тысяч человек. По словам представителей городадминистрации, чтобы обеспечить их жильем, необходимо порядка 1 миллиарда тенге. Это $2,5 миллиона. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия, Казахстан. В Самаркандской области женщинам негде рожать, потому что сельский роддом закрыли полгода назад. Им приходится рожать в домашних условиях, либо по пути в больницу районного центра. Непростая ситуация сложилась в Катакурганском районе. До областного центра из Кишлаков ехать 30-40 километров, поэтому нередко роды случаются прямо в дороге. А это видео оказалось в распоряжении узбекской службы радио «Свобода Озодлик». На кадрах запечатлены роженица, ее новорожденный ребенок и члены семьи. На полу ножницы, марли и окровавленная в тазике тряпка. Одна из женщин, она держит на руках младенца, говорит, что была вынуждена принять роды в домашних условиях. Жительница села Мойлисой рассказала Озодлику, что родильное отделение в селе было закрыто на ремонт еще в феврале, но теперь непонятно, будет ли оно работать. Власти не дают утвердительного ответа. Замначальника областного управления здравоохранения по вопросам защиты материнства и детства Сайфедин Муминов сообщил, что в регионе дефицит квалифицированных кадров. В качестве временной меры выделили машину для доставки беременных в районный центр. Жители сел Мойлисой и Коксой говорят, что отсутствие роддома – серьезная для них проблема. Смотрите далее в нашей программе. Каждое утро дети из таджикистанского села направляются через реку в школу соседнего аула. Реку приходится переходить либо вброд, либо по шаткому мосту, который отнюдь небезопасен. Когда воды в реке много, мы иногда падаем. Одежда пачкается, болеем, обувь и носочки рвутся. Агентство Raix Europe подтвердило рейтинг правительства Узбекистана на уровне BB-. Речь идет о достаточном уровне кредитоспособности правительства в национальной и иностранной валютах. Еще в марте этого года агентство повысило рейтинг Узбекистана с B+ до BB-, то есть с умеренно низкого уровня до достаточного. Подтверждение рейтинга обусловлено высокими темпами экономического роста, стабильной финансовой позиции правительства при умеренном уровне государственного долга и улучшением уровня прозрачности и качества управления бюджетной и денежно-кредитной политикой. Рейтинг также поддерживается быстрорастущим банковским сектором. По мнению экспертов Raix Europe, показатель роста экономики Узбекистана по-прежнему сдерживается повышенным уровнем безработицы, слабым институциональным развитием, высокой коррупцией и одним из самых низких в регионе уровней ВВП на душу населения. Кроме того, в отчете агентства отмечается, что высокая инфляция и волатильность обменного курса негативно влияют на кредитоспособность. По прогнозам агентства, в 2019 году рост ВВП Узбекистана составит от 5,5 до 6%. Узбекистан и Кыргызстан обменялись территориями. 407 гектаров около Киркиданского водохранилища в Араванском районе Ошской области передали Узбекистану, а Кыргызстан взамен получил участок возле села Гульбаар. Как сообщили кыргызской службе радио «Свобода Азатык», в полномочном представительстве Ошской области оба участка имеют одинаковую площадь. Также сообщается, что этот обмен давно инициировался кыргызской стороной, и во время последних переговоров между двумя сторонами была достигнута договоренность о делимитации границы. 10 сентября Узбекистан приступил к установке ограждений на участке вокруг Киркиданского водохранилища. Границы были стянуты военные. Это вызвало недовольство местных жителей с кыргызстанской стороны. Но по сообщениям властей, делимитацию границы завершили, но еще не провели демаркацию, поэтому ограждение устанавливать нельзя. После переговоров все работы узбекистанской стороной приостановлены. В 2015 году жители Кыргызстана, которые проживают на этом участке, вышли на акцию протеста. Они сообщали, что власти страны отдали Узбекистану около 400 гектаров земли рядом с Киркиданским водохранилищем и выступали против этого решения. В таджикистанском поселке Бузурбой-Бурунов, он расположен в нескольких десятках километров от столицы, нет своей школы. Детям приходится преодолевать по 3 километра бездорожья каждый день, чтобы добраться до школы в соседнем селе. За 7 лет с момента образования поселка власти так и не построили ни школу, ни дороги, расскажет Анушер Ванарипов.
Каждый день ученица 4 класса Шарафат преодолевает по пути в школу настоящую полосу препятствий. Дороги здесь нет. Весь путь пролегает через каменистые холмы. Но самый опасный участок – речка, которую нужно перейти или вброд, или пройти по старому, чудом до сих пор не развалившемуся подвесному мостику. В теплые дни дети избегают моста. Слишком он пугает их своим потрепанным видом. По словам Шарафат, бывало, что школьники падали с него в воду. Но и вброд идти небезопасно. Когда воды в реке много, мы иногда падаем. Одежда пачкается, болеем, обувь и носочки рвутся. Дети ходят в школу группами. Так безопаснее. Учиться хотят все. Так что школу здесь редко кто пропускает. Ну, что делать-то? За ручки держимся и переходим. Даже намокнув и испачкавшись, школьники идут учиться. Это не повод пропускать занятия. Я каждый день снимаю босоножки. Сегодня не сняли и испачкала колготки. Правда, учителя не всегда позволяют мокрым и грязным ученикам сидеть на уроках. Отправляют домой. Этим утром 2 ученика нашей школы, 7-классники, пришли совсем мокрые. Мы их домой отправили, чтобы они не заболели. По словам родителей, однажды по пути в школу детей покусали одичавшие собаки. Такого бы не случилось, если бы в поселке было свое учебное заведение. 2 моих детей по пути в школу собаки покусали. Из-за того, что ни дороги нет, ни школы своей. В округе очень много собак. Село имени Бозорбоя Бурунова новострой. Пока здесь нет ни своей школы, ни нормальных дорог. По словам чиновников, школу построят, но только тогда, когда население достигнет определенного, установленного правилами количества. Новую школу для детей уже внесли в строительный план работ Министерства образования. Мы обращались во все структуры по строительству школы, но это новый поселок, и все дома еще внесены в план. Как только это будет сделано и население на бумаге вырастет, будет и школа. На прошлой неделе журналисты таджикской службы «Радио Свобода» уже делали репортаж об этом селе. После него сюда приехали предприниматели, которые все осмотрели и обещали построить мост, чтобы детям было легче добираться до школы. Но у жителей другое предложение. Пришли бизнесмены и обещали мост построить, но мы тут подумали, что если эти деньги пустить на строительство школы в поселке, то и мост не нужен будет. Если предприниматели выполнят обещания и соберут деньги, то местные жители попробуют договориться с властями о выделении земли под строительство. Участок уже подобрали. А вот детям, видимо, все же придется этот учебный год ходить в школу через опасный мост. Анушервон Арипов, Амридин Олим, Насим Исамов, Таджикистан. И последнее. В Узбекистане власти Янгиульского района проводили археологические работы на древнем кургане пожарным бронзбойтом. Понятно, что из этого ничего хорошего не вышло. В первых числах сентября на реке Каракульдук обрушился край берега, в результате чего был обнаружен древний кувшин. Он был абсолютно цел. На этом месте были древние поселения, датированные 1 веком до нашей эры. Когда местные жители увидели кувшин, они забили тревогу. К древнему сосуду было сложно подобраться из-за высоты мягкого глиняного берега. Люди хотели пригласить альпинистов, чтобы они аккуратно подобрались к нему, но власти решили применить более простой способ. Они использовали пожарные бронзбойты. Мощная струя ударила в глину, кувшин рухнул с высоты и разбился. Там же был обнаружен и кувшин поменьше. Его участь также была незавидной. В Департаменте культурного наследия Минкульта корреспондентам радио Озодлик сообщили, что знают об уничтожении ценного экспоната. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Всего доброго, до встречи. За независимость и социалистическую родину. Уже 30 дней в Венесуэле длятся протесты. Мы все люди, у нас есть потребности, и мы голодаем. Причин выйти на улицы много. Плохая медицина, низкое качество жизни. Никто ничего не может. Чего мы хотим? Свободы! Я не террорист. Для части Венесуэлы я герой в футболке. Молодой парень защищается от слуги народа, который должен защищать его. Это проект о женском футболе. И сегодня мы приехали в город Мариуполь, в Донбасс, чтобы показать вам самую необычную команду Украины. Ведь 3 года назад их дисквалифицировали. И за 3 года девчонки сами восстановили свою команду без финансовой поддержки.